Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Деятельность ГУП ЖКХ Республики осуществляется в 26 районах республики. С окончанием зимнего отопительного сезона начнется ремонт сетей, оборудования котельных в филиалах предприятия. Как будет организована ремонтная программа в условиях санкций? Гость студии сегодня Виталий Чикачев, генеральный директор ГУП ЖКХ Республики. Виталий Семенович, здравствуйте. Здравствуйте. В условиях санкционных ограничений и запретов усложняется деятельность многих компаний. Каким образом будет выстроена работа предприятия в подобных условиях? Какие меры по недопущению кризисных ситуаций вы предпринимаете в предприятии? Ну, здесь надо сказать, безусловно, для такого предприятия, как ГУП жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха-Якутия, западные санкции, они в будущем могут повлиять на производственную деятельность в целом, да? Потому что надо сказать то, что наше предприятие на сегодняшний день эксплуатирует 750 объектов жизнеобеспечения, только из них котельные составляют 670 единиц. И эксплуатируем более 3000 километров инженерных сетей. Вот, что на сегодняшний день делается предприятием? Конечно же, создан оперативный штаб. Оперативный штаб создан у нас и в отраслевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Ежедневно мы мониторим ситуацию и взаимодействуем с поставщиками оборудования, потому что нас волнует на сегодняшний день и ценовой диапазон тех материалов, которые мы и оборудование, которые мы заказываем, ну и, собственно, их наличие. Вот, если говорить по импортозамещению, то у нас 170 котельных, газовых котельных, где в большей степени, процентов 60 наличие установлено импортное оборудование. Это насосы, горелки. Насосов у нас около 2000 единиц импортного оборудования. Они преимущественно итальянского, немецкого производства. И горелки на газовых котельных у нас более 800 единиц. Они у нас преимущественно итальянские и финского производства. Ввиду санкций у нас встает вопрос на сегодня по даже не запасным оборудованию, а именно по запасным частям. Вот здесь мы с поставщиками ежедневно отрабатываем, поэтому в целом по России смотрим аналоги. Вот, есть и российские аналоги, на которые мы будем безболезненно переходить. А так основное наше оборудование — это котлы. Все у нас производятся в России, поэтому здесь у нас никаких проблем не должно быть. Ну, приоритетом для нашего предприятия остается это навигация и закрытие действующего автозимника. К навигационному мероприятиям, конечно, санкции они тоже коснулись, а коснулись в основном они по процентам в банках, по поднятию ключевой ставки. Если мы раньше кредиты на оперативный завоз топлива брали в банках по 8%, то на сегодняшний день ключевая ставка составляет 20 плюс 3%, итого 23%. И, конечно же, вот, стоимость всего финансирования на навигацию этого года, она у нас увеличилась на 2,7 миллиарда рублей. Вот, поэтому дефицит на сегодняшний день есть. Но благодаря поддержке главы республики у нас на этой неделе прошло оперативное совещание с предприятиями коммунальной и энергетической отрасли. Поэтому глава республики заверил в этом направлении то, что северный завоз это приоритетом является в целом для республики. Вот, и всяческая поддержка будет оказана. Плюс на этой неделе приезжает полномочный представитель президента, заместитель председателя правительства Российской Федерации Трутнев Юрий Петрович. Я знаю, что один из вопросов, которые будут к обсуждению, это как раз северный завоз. И я думаю, поддержка на уровне правительства Российской Федерации она будет оказана. Плюс предприятие стало системообразующим предприятием экономики Российской Федерации. Подписан приказ министра строительства и ЖКХ Российской Федерации, поэтому с учетом такого статуса, как системообразующее предприятие, я думаю, мы будем получать преференции и какие-то льготы. Вот. Но предприятие, сложа руки, не сидит и не перекладывает никакую проблему, поэтому мы самостоятельно отрабатываем с коммерческими банками, такими как с нашими долгими партнерами Сбербанк, по кредитованию линии на
навигацию. Поэтому работаем в этом направлении. Никаких опасений в части прохождения этого отопительного сезона у нас нету. Сейчас завершается у нас период автозимников, поэтому, я думаю, пройдем его спокойно. А каким образом будет сформирована работа с поставщиками и партнерами в рамках подготовки ремонтной программы? Какие альтернативные пути поставки предпринимаете? Что касается ремонтной программы 22-23 года, да, отопительного сезона, предстоящий, который у нас будет, то здесь мы сыграли на опережение. Значит, в сентябре месяце мы провели уже все конкурсы. Значит, в 2021 году в декабре месяце у нас поставщики уже, значит, материалы и оборудование все доставили, и вот в период автозимника как раз мы этот материал полностью, значит, завозим до пунктов назначения. Вот. Ну вот я уже говорил, то, что поставщики у нас отрабатывают с заводами-изготовителями и отрабатывают уже, получается, не напрямую с теми заводами, да, но отрабатывают с странами, с третьими странами, скажем так, с дружескими странами, да, по замещению и по наличию, значит, поставки запчастей, с такими как Казахстан, Армения, Турция и Китай. Поэтому подрядчики и поставщики нас заверяют, то, что до окончания отопительного сезона, значит, запас всех материалов у нас имеется, поэтому угрозы никакой нету. Вот. Ну и на следующий отопительный сезон, как я уже говорил, значит, через третьи страны будут у нас производиться, значит, поставка запчастей. Ну и мы тоже будем часть оборудования уже закупать с Китая и аналоги с российских заводов. Маленько сложнее у нас будет реализация федеральных программ. Вот, мы в этом году реализовываем 4, значит, проекта. Это водочистная станция в городе Алюкминска, значит, строительство котельной в селе Барагонцы и, значит, в Амгинском районе, в селе Амга и в селе Алтанцы будут построены водочистные станции. Вот по этим двум объектам у нас запроектировано оборудование, значит, импортное, итальянское оборудование, поэтому нам здесь придется перепроектирование делать и, значит, делать замещение на аналогичное оборудование российского производства. Вот, поэтому, я думаю, в кратчайшие сроки мы эту работу проведем. Ну и в период 2022-2023 года, конечно, в уложенные сроки мы, думаю, реализуем успешно эти проекты. Виталий Семенович, спасибо. О деятельности предприятия ГУП ЖКХ в условиях санкций мы поговорили с Виталием Чикачевым, генеральным директором ГУП ЖКХ Республики.